Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан презентовал инновационные энергетические проекты в Абу-Даби. Туркменский педагог провел открытый урок в японской школе. Туркменистан и США намерены развивать сотрудничество в борьбе с изменением климата и другие новости. Туркменистан успешно представил свой энергетический потенциал на международной нефтегазовой выставке АДИПЕК-2024 в Абу-Даби. Это масштабное мероприятие традиционно собирает ведущих игроков мирового энергетического сектора для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Национальный павильон Туркменистана стал одним из ключевых объектов внимания участников выставки. Современный стенд, оснащенный VR-технологиями и интерактивными макетами месторождений, привлек тысячи посетителей. Особое впечатление произвело гармоничное сочетание инновационных технологических решений с элементами национальной культуры в оформлении экспозиции. Преподаватели Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огусхана, будучи на стажировке в Японии с целью ознакомления с опытом университета Цукуба, в начале ноября посетили среднюю школу Ушико Эйшина. Здесь преподаватель кафедры нано- и биомедицинской электроники Инженерно-технологического университета Туркменистана Мекан Тойджанов провел открытый урок. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел видеовстречу с помощником государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетом. Стороны подчеркнули конструктивный характер отношений между странами, особенно в таких сферах, как торговля и экономика, энергетика, транспорт, логистика и другие. Также собеседники рассмотрели ключевые вопросы повестки дня конференции КОП-29, которая пройдет в Баку. Чрезвычайный полномочный посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев вручил генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву памятный знак Махтумкули Фраги 300 лет. Церемония вручения прошла 6 ноября в Москве в исполнительном комитете СНГ. Государственный концерн «Туркменхимия» объявил международный тендер на проектирование и строительство завода по производству йода, брома и бромопроизводных с реконструкцией сырьевой базы на месторождении Боядак йодного завода «Балканабад». Государственный коммерческий банк «Дайхан Банк» за период с января по октябрь текущего года предоставил кредиты на общую сумму 7,9 миллиардов манатов. Из общего объема кредитования 4,5 миллиарда манатов было направлено в государственный сектор экономики, а 3,4 миллиарда манатов выделено негосударственному сектору и частным лицам. За отчетный период на жилищное кредитование населения было выделено 1,1 миллиарда манатов. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов 7 ноября встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев госпожой Рувендрини Миникдзевела, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. Стороны констатировали результативность многолетнего взаимодействия Туркменистана с УВКБ ООН. Было отмечено, что Туркменистан, будучи стороной основных правовых документов ООН по вопросам беженцев и лиц без гражданства, добился беспрецедентных результатов в области искоренения безгражданства. Японский автопроизводитель Nissan анонсировал масштабную программу реструктуризации на фоне резкого падения прибыли. Компания планирует сократить около 9 тысяч рабочих мест, что составляет примерно 7% от общего штата, и уменьшить производственные мощности на 20%. В рамках реорганизации Nissan также намерен продать около трети своей 34% доли в Mitsubishi Motors. По данным Bloomberg, стоимость 10% акций оценивается в $453 миллиона. Феноменальная способность ворон помнить своих обидчиков получила научное подтверждение благодаря необычному эксперименту профессора Вашингтонского университета Джона Марзлофа. Результаты исследования, опубликованные в журнале Animal Behavior, показали, что эти птицы способны хранить негативные воспоминания почти 2 десятилетия. Эксперимент начался в 2006 году, когда профессор, надев маску огра, поймал и окольцевал 7 ворон. В последующие годы ученые и его студенты регулярно появлялись в кампусе в той же маске, неизменно вызывая агрессивную реакцию птиц. Удивительно, что число недовольных ворон значительно превысило количество первоначальных участников инцидента. 47 из 53 встреченных птиц выражали явное недовольство. Это натолкнуло исследователей на мысль о существовании у ворон системы передачи информации об обидчиках. Алты-Насыр потерпел 4-е поражение подряд в групповом этапе Лиги чемпионов АФК-2 и таким образом лишился возможности продолжить борьбу за выход в следующий раунд турнира. В 4-м туре группового этапа связисты на своем поле уступили со счетом 0-4 саудовскому клубу Аль-Таавун.
После 4 сыгранных матчей в группе А лидирует Аль-Таувун и Аль-Халдия, набрав по 9 очков. Иракский Air Force расположился на 3-м месте с 6 очками, а Алты-Насыр пока не смог набрать ни одного балла. 2 оставшиеся игры группового этапа турнира Алты-Насыр проведет дома против иракского Air Force 27 ноября и в гостях с бахрейнской Аль-Халдией 4 декабря. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.